Спасибо большое. Позвольте мне выразить свое уважение Джордж Кунешу и поблагодарить парламентский комитет по социальным вопросам за то, что позволили мне изложить позицию ООН по данному законопроекту. Прежде чем начать, я хотел бы отметить позитивные шаги в области прав человека, достигнутые Кыргызской республикой в последнее время, включая участие в механизме универсального периодического обзора, ратификацию Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, официальные визиты специальных процедур ООН, включая рабочую группу ООН по насильственным содержаниям, и специального докладчика по правам меньшинств и принятие плана действий по правам человека на 2019-2021 годы. Есть прогресс. Я хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская республика на протяжении многих лет гордится своим международным признанием демократии, в которой процветают свобода собраний, ассоциаций и право на свободу слова. В связи с этим ООН обеспокоена тем, что усилия по внесению этой поправки в законодательство подорвет эту репутацию и отвлекут от всеобъемляющих целей национального развития, изложенных в национальной стратегии развития и ряда других инструментов государственной политики, таких как Кыргыз-Жираны. В связи с этим я призываю вас пересмотреть данный законопроект с учетом полного участия гражданского общества и устойчивого участия гражданского общества в этом процессе. Спасибо большое. Что бы я хотел бы сказать вам, этот законопроект безотлагательно, сиюминутно должны принять, немедленно. Это то, что слушание, вот это все, это, да, конечно, надо, но тот момент, который НПО за 28 лет более 10 миллиардов долларов должны, это кто должен? Гранты Кыргызстан брал. За счет Кыргызстана, от имени Кыргызстана эти НПО, НКО и общественные благотворительные фонды берут от имени Кыргызстана. То есть от всех нас имени берут эти гранты, безвозмездные деньги, но она возмездная, она никогда не может быть безвозмездным. И необходимо это прозрачности. Чего вы боитесь? НПО, НКО. Почему вы боитесь отчетности? Почему вы боитесь прозрачности? Не бойтесь, если у вас все открыто. Покажите, все. Вот у меня все пока на это. Но необходимо сегодня, даже завтра, уже этот законопроект необходим для нас. Должны принять это все. Должны обязательно принять. Без этого наше государство это превратится не знаю во что. Поэтому для целостности и сохранения для целостности нашего государства этот закон необходим. Ее надо принять, это обязательно. Уважаемые депутаты, я вас прошу очень, от имени народа даже кыргызского и всех других наций тоже. Спасибо. Кейінгі сөз Строкова Евгения Григорьевна, да? Добрый день. Ко мне обратились, вот я прям с телефона читаю, обратились истинно гражданское общество, как они себя называют, и я так считаю, с возмущением, почему до сих пор в палату не вносят закон по НКО. Прошли все слушания, почему столько возмущений от каких-то 20 НКО, которые едят деньги с Запада, или испугались ноту Азония Аджелу, которую он высказал здесь у нас на слушании. Я думаю, что они правы, и нам нужно незамедлительно принять данный закон, и желательно в двух чтениях, во втором и в третьем чтении, потому что, судя по тому, что происходит в мире, наверное, хватит уже нас учить демократии, если такое творится, как принято считать, самую демократичную страну в мире, США. Что у них творится? Почему все внимание сейчас не направлено туда, где тоже нарушаются права человека? Хватит нас учить. Я думаю, мы должны принять данный закон, не бояться каких-то 20 НПО, которые постоянно бунтуют и боятся открытости. Требую открытости от других.
Будьте открыты сами. Если у вас все чисто, почему вы боитесь проверки? Вот с такими словами ко мне обратилось истинно гражданское общество Кыргызстана. Они не боятся проверки, так что я думаю, те, кто боятся проверки, просто, как говорят, на воре шапка горит. Спасибо.